Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать ситуацию в Нагорном Карабахе, как налаживается там мирная жизнь, с какими проблемами сталкивается население и какова роль миротворческой миссии, российской миротворческой миссии в регионе. У нас в гостях в студии помощник президента Абхазии по международным делам Максим Харитонович Гвинджа и депутат парламента Левон Галустян. По скайпу у нас выходит депутат Национального собрания Давид Мелкумян. Давид Айкович, как вы нас слышите? Добрый день, замечательно. Давид Айкович, сразу вопрос. Какая сегодня обстановка в Нагорном Карабахе в плане безопасности? Как у вас налаживается мирная жизнь? Прежде всего, хотелось бы поблагодарить за такую дискуссию. Для нас это очень важно, и очень важно для нас делиться той информацией и теми событиями, которые происходили у нас. Касаемо ситуации на сегодняшний день, к сожалению, остается тяжело, стабильной. Потому что, опять-таки, вопрос он остается открытый, и нет никаких гарантий, чтобы, то есть боевые действия, они не возобновятся. Касаемо налаживания мирной жизни, как вы знаете, после подписания того самого злосчастного договора, то есть были мобилизованы практически все ресурсы, и в кратчайшие сроки была практически налажена вся инфраструктура и частично восстановлена все эти разрушения, которые были в результате войны. В республике работают все государственные структуры, все государственные институты в штатном режиме, то есть жизнь она продолжается, но несмотря на это намечается очень много, скажем так, реформ, потому что, как мы все видим, как ситуация в регионе, так и, скажем так, на мировой арене, она очень быстро меняется, и необходимо, скажем так, следить за этими переменами и нам тоже предпринимать определенные шаги. Давид Айкович, а кто вам оказывает гуманитарную помощь в восстановлении республики? В первую очередь хотелось бы отметить, это Республика Армения и все армяне всего мира. К сожалению, после окончания боевых действий не раз прозвучали призывы со стороны как официальных властей Российской Федерации, так и министра иностранных дел. Они обращались практически ко всему мировому сообществу с целью, чтобы оказывать гуманитарную помощь в Арцахе, но практически никто не откликнулся. Естественно, кроме миссии миротворческой, кроме, скажем так, единичных случаев. Но то, что сейчас происходит во всем мире, и, допустим, если мы сейчас будем проводить какие-то параллели, то, что происходит сейчас и на Украине, и в целом мире, то есть такой поддержки, такого внимания, к сожалению, мы не увидели. Стало известно о том, что Армения выводит свои войска из Нагорного Карабаха. Как это повлияет на безопасность мирного населения? С чем связан этот вывод войск? Да, мы сами были, в принципе, скажем так, этим заявлением председателя Совета Безопасности сами были шокированы, так как раньше подобные вопросы мы не обсуждали в таком формате, но тем не менее имеем то, что мы имеем. Но прежде чем вернуться к этому вопросу, я бы хотел буквально в двух словах, то есть описать до этого, кто занимал ключевую роль в обеспечении нашей безопасности. Это в первую очередь была наша армия обороны Арцаха, как и в 90-х годах, то есть весь этот процесс пошел. И было бы удивительно, было бы, скажем так, даже смешно, если бы Армения не вписалась бы в этот контекст, потому что Армения есть, была и остается нашим первым гарантом, скажем так, безопасности. Но, как вы знаете, очень многое изменилось, сейчас ведутся неофициальные переговоры, к сожалению, о которых мы не в курсе. И по договору от 9 ноября 2020 года там был такой пункт о введении войск.
Но на сегодняшний день, скажем так, нашу безопасность опять-таки продолжают обеспечивать наши силы самообороны, а также благодаря, скажем так, контингенту миротворческих войск, которые были отправлены со стороны Российской Федерации. Да, вот в 2020 году миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Скажите, пожалуйста, вот в зоне их ответственности как часто происходят провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана? Я приведу небольшую статистику. На протяжении вот этих полтора, скажем так, лет, то есть как минимум свыше 100 раз было зафиксировано режим прекращения огня. Не говоря о кульминации в начале этого года, всего этого, в районе Аскеранского, вот в районе Аскерана, там, наверное, вы все слышали, село Парух и высота Караглух, где практически была такая эскалация, что мы ожидали возобновления новых боевых действий. То есть это уже вот буквально вот в начале этого года. Но вот на протяжении этих 2 лет свыше 100 раз у нас официально зарегистрирован режим прекращения огня. Только в прошлом году при миротворцах мы, к сожалению, потеряли 3 людей, причем это все были мирные жители. Очень, скажем так, вот, не знаю, это совпадение или что, был убит человек, который работал вместе с миротворцами на тракторе, то есть его прямо вот пристрелили там, снайпер, то есть непосредственно рядом находился в кабине представитель миротворческих войск. Был инцидент такой, был случай такой, был расстрелян служащий водоканала, который чинил трубопровод. Был убит пастух, то есть вот именно такие случаи, которые абсолютно ни в какие рамки не лезут. И это только за прошлый год. И, естественно, вот в этом году, когда азербайджанские войска уже проникли на территорию села Парух и попытались, скажем так, взять под весь контроль высоту Караглух, тут уже вмешались и наша армия обороны, и, естественно, миротворцы. К сожалению, опять не обошлось без жертв. И после войны первый раз применили, опять-таки, вот, военные беспилотники. То есть, и, к сожалению, у нас были жертвы с нашей стороны. В этой связи важен мандат миротворческой миссии. Почему, на ваш взгляд, Азербайджан не подписывает мандат миротворческой миссии? С чем это связано? Где бы четко прописывались условия пребывания миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха? Да, безусловно, вообще вопросы безопасности у нас на повестке дня на самой, скажем так, первой линии. Это очень, скажем так, такая интересная тема была затронута. Я не удивлюсь, если на протяжении всего этого времени, то есть до окончания вот официально до 2025 года, они не раз изменят свое мнение и позицию. В первую очередь это все связано с ситуацией во всем мире. Я почему именно обозначил события, которые происходили в начале этого года, потому что есть такая очень хорошая фраза, они воспользовались ситуацией. То есть если в мире уже была такая дестабилизация, то есть вот спецоперация на Украине, и они в буквальном смысле воспользовались ситуацией и пытались вот нащупать почву, получится у них или нет. Есть такое мнение даже, что вот, это было спровоцировано опять-таки со стороны Запада, путем Турции, то есть открытие второго фронта. Почему я все это детально объясняю? Я не удивлюсь, если они будут шантажировать, скажем так, и поддаваться вот этим западным провокациям и пытаться не подписывать. Но, к счастью, в мандате, как и вот со стороны властей Российской Федерации не раз звучало, если хотя бы в одностороннем порядке будет необходимость присутствия российских миротворческих войск, то они будут здесь. Я думаю, что это вопрос времени. Я думаю, что вот на фоне всей вот этой, скажем так, мировой шумихи они будут пытаться все это тянуть. Максим Харитонович, как вы думаете, почему? Вообще я хотела бы, чтобы вы оценили роль миротворческой миссии вот, в Нагорном Карабахе, потому что и у нас миротворцы стояли очень долго в Абхазии. И почему, как вы думаете, Азербайджан не подписывает этот мандат миротворческих сил?
Ну, во многом присутствие миротворцев и вот описанная сейчас ситуация, она отражает то, через что мы когда-то пришли, то, что стало историей нашего конфликта, и те жертвы и провокации. Вот Давид Айкович перечислял, и я прямо вспоминал те наши сводки тех далеких годов, когда у нас находились миротворцы коллективных сил СНГ по поддержанию мира, в основном представленных российскими миротворцами. За это время было множество провокаций, и была примерно такая же ситуация, которая со временем пошла на спад, вот эта напряженность. Вы знаете, что за годы службы российских миротворцев их погибло 117 человек в Абхазии. Я не говорю о более 1000 наших граждан, которые погибли в Гальском районе, вот на границе Грузии и Абхазии, которые погибли в результате террористической деятельности со стороны Грузии. И очевидно, что и, к сожалению, в Нагорном Карабахе ситуация похожая. И очевидно, вот это после горячки, вот этой войны, естественно, вот эти последствия и озлобленность, они еще продолжаются и будут продолжаться вот такие, к сожалению, провокации. К счастью, там находятся российские миротворцы. Честно говоря, опыт международной вот этой, да, вот конфликтологии и таких же ситуаций в других странах мира. Ну, если сказать, что российские миротворцы действуют героически и отдают душу и жизни, да, тем местам, где они проходят службу миротворческую, они везде с честью выполняют свой долг, другими словами, да. И если говорить о том, что вот как мы оцениваем то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, эти провокации, то я, конечно, основываюсь на том опыте, который был у нас. Я подозреваю, что это, конечно, последствия вот этой войны, и эти напряженности, они должны, конечно, понемногу стихать, и ситуация должна нормализоваться. И то, что вот мы сейчас говорили о выводе вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха, что является частью соглашения вот этого и процесса урегулирования. Я думаю, что Армения не вывела бы свои войска, не имея определенных и четких гарантий безопасности. И в первую очередь, мне кажется, что все стороны согласны с тем, что этим гарантом будет выступать Россия. И выбор в этом случае абсолютно правильный и верный. По поводу мандата, почему Баку не подписывает мандат? Есть много версий, есть много предположений. Вы знаете, просто уже из прошлого опыта вот в вопросах конфликтологии очень трудно что-то предсказывать, или мы можем только гадать, но очевидно, что пока что идут переговоры, и Азербайджан обязательно подпишет мандат. И сейчас все практически конфликты, тем более на бывшем советском пространстве, они, конечно, зависят, вы знаете, вся ситуация как будто заморожена. И вот разрешение всех этих конфликтов, по моему мнению, зависит от того, как скоро и как решится ситуация на Украине. Все находятся в ожидании, в затишье. Но, вы знаете, это очень важный, я хочу подчеркнуть элемент. Вот многие находятся в ожидании, в затишье, и многие пытаются как-то еще пока сохранить нейтральность и потом выбрать сторону. Да? Но я хочу сказать, что уже все произошло. Разлом международной политики, международной системе уже произошел. Мир уже стал многополярным. И нельзя сидеть и ждать, пока там, как это произойдет. Все, это случилось. Левон Миружанович, может, вы что-то добавите к этому? Да, если позволите. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Давид Айкович, искренне вас приветствую в Степанакерте, столице дружественного нам государства Арцах. Я хотел бы несколько слов сказать в продолжении мысли, связанной с выполнением миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Как вы хорошо знаете, в июне 1994 года в зону конфликта по реке Ингур были введены коллективные силы СНГ по поддержанию мира.
мира. Хотя они имели статус коллективных сил СНГ, Содружества независимых государств, но мы прекрасно знаем, что основным костяком выступали подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Максим Харитонович об этом справедливо сказал. Благодарный абхазский народ в знак признательности за ту миссию, которая была осуществлена на протяжении нескольких, фактически с 1994 по 2008 год. Миротворческие силы Российской Федерации осуществляли контроль в зоне конфликта. В благодарность в столице нашей родины, городе Сухуми, воздвигнут памятник миротворческим силам, а в штабе, это один из санаториев на территории города Сухума, воздвигнута стела. На самом деле об этом было сказано. 117 российских солдат и офицеров, к сожалению, сложили свои головы во имя мира и стабильности на территории республики. И я хотел бы обратить внимание на то, что за все послевоенные годы главы государств СНГ решали вопросы, связанные с продлением мандата миротворческим силам. Абхазская сторона ни разу не выступала против нахождения коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне конфликта. При этом грузинская сторона периодически спекулировала на этой теме, и как только подходил очередной срок действия мандата, они разыгрывали эту карту и высказывались достаточно спекулятивно о том, чтобы миротворческие силы не выполняют свою миссию на территории республики. Мы понимаем, о чем шла речь. Тбилиси фактически пытался использовать миротворческие силы с тем, чтобы решить все свои вопросы с Республикой Абхазия. И периодически это пытался сделать, несмотря на то, что в зоне конфликта находились российские вооруженные силы. У нас были очень серьезные инциденты, вооруженные инциденты. Одни из самых таких главных — это майские события 1998 года, это события в Кодорском ущелье в 2001 году. То есть грузинская сторона, несмотря на присутствие такого важного фактора воинского Российской Федерации, периодически пыталась силой решить свои вопросы с Абхазией. И я хотел бы, конечно же, еще раз, возвращаясь к тем событиям, сказать, что миротворческие силы России блестяще справились со своей миссией. И то, что у нас на территории нашей республики не разгоралось такое пламя новой войны, это, конечно же, их безусловная заслуга. Да, безусловно, я согласен с коллегами касаемо роли и, скажем так, ту миссию, которую возложили на них, они выполняют это все на высшем уровне. И, естественно, это все оценивается в первую очередь со стороны мирного населения, потому что скажем так, заслуги, которые у них есть, то патрулирование, которое они несут, мы очень высоко оцениваем. И Лачинский коридор, который 24 часа буквально беспрепятственно можно, то есть, проехать, и в других, скажем так, более конфликтных или, скажем так, горячих, скажем так, точках. То есть они везде выполняют свою миссию на самом высшем уровне. И, естественно, мы очень ценим и мы очень благодарны. Касаемо позиций, я согласен с коллегами, и, в принципе, сейчас меняется мировой порядок. И очень рано говорить о чем-то, потому что буквально каждый день может что-то новое поменяться. Я как подчеркнул, именно термин «воспользоваться ситуацией». Не исключено, что завтра, послезавтра кто-то, скажем так, захочет что-то новое предпринять, но в целях, скажем так, кому-то навредить. Не будем, скажем так, в мировую политику сейчас детально входить, но, тем не менее, ситуация, она на сегодняшний день такая. Методы одни и те же, как мои коллеги говорили, просто игроки поменялись. То есть это шантаж или же пытаться провоцировать, это все будет. Но я думаю, что, как отметили официальные власти Российской Федерации, пока, если хотя бы одна сторона будет нуждаться в присутствии миротворческих войск, то они будут находиться здесь. И, в принципе, это, скажем так, она основная гарантия. Турция активно поддерживала Азербайджан, открыто поддерживала Азербайджан в этой войне. Скажите, сейчас были трехсторонние переговоры Россия, Иран, Турция. Может быть, кулуарно как-то обсуждался ваш вопрос между президентом России и Турции? Что-нибудь известно вам по этому поводу? К сожалению, известно то, что пишут в официальных источниках. Касаемо роли Турции в регионе,
Мы не раз говорили на протяжении 44 дней, мы практически использовали все наши каналы, то есть как с европейскими партнерами. У нас очень много, скажем так, хороших, теплых отношений, круг дружбы с различными европейскими парламентами, а также и благодаря нашей диаспоре мы поднимали этот вопрос и призывали наказать мировое сообщество, дать правильную оценку вот той агрессии, потому что помимо прямого вмешательства Турции, там также были зафиксированы очень большой контингент террористов, которые были переправлены из Сирии. И мы предупреждали всех, это будет очень плохим прецедентом во всем мире. Если вы не осудите, если вы не накажете вот этот акт, то, к сожалению, это может перейти и в другие места. Что именно происходило, то есть те три основных принципа, они были практически нарушены. Принцип неприменения силы, то есть это все обсуждалось в рамках Минской группы ОБСЕ, принцип территориальной целостности, принцип права самоопределения, то есть практически все это было нарушено. И в первую очередь был нарушен вот этот принцип неприменения силы. И когда мы сегодня имеем такую возможность разговаривать с коллегами из Европы, и они удивляются почему-то, мы им говорим, что мы предупреждали, что это будет очень плохим прецедентом. А именно что произошло, я считаю, что это была некая демонстрация Турции по отношению к своим союзникам, и это была такая рекламная акция, как своего военного потенциала, так и самого себя лично, как вот смотрите, я такой надежный и серьезный партнер, потому что вот я обещал Азербайджану, что он получит, и он получил. И как мы видим, к сожалению, это все уже распространяется на других, скажем так, странах, которые ближе к Турции. Я не хочу сейчас выдаваться в подробности, но мы все прекрасно наблюдали события в начале этого года, как Турция пытается расширить свое влияние. И, естественно, это послужило очень плохим примером для нас, но они рекламируют себя, что вот мы такой надежный гарант, и очень серьезно заявили о себе в регионе. Вот. Ну и, естественно, очень большую выгоду они получили, рекламируя свой военный потенциал, скажем так. Да. Максим Харитонович, вот на ваш взгляд сейчас меняются геополитические реалии. Какое поведение может быть прогнозируемо Турции вот в этом регионе? Очевидно, что из-за этого разлома сейчас в международной политике и в поставках, и в торговле, во всем, наш регион становится очень интересным в плане развития новых инфраструктурных проектов. И не секрет, что Иран важен для России. Иран важен и для всего Кавказа. И в том, что через Иран есть выход на Ближний Восток. А в этом случае Абхазия тоже заинтересована в этом транзите, допустим, российских товаров через Абхазию, дальше в Иран, через Грузию, через Армению. Поэтому я, может быть, наивно, но пытаюсь прогнозировать и думаю, как бы рационально пытаюсь мыслить и представлять себе, что будущее как бы представляет нам много хороших перспектив, дает нам много возможностей, как и всегда. Самое главное — воспользоваться ими и как ими воспользоваться. Поэтому мой прогноз, он более такой безоблачный. Ну да, будут облака, естественно, будут еще очень много споров и противоречий. Но самое главное, что я вижу, что все игроки в регионе сегодня заинтересованы в мире. Если бы это было не так, то уже был бы открыт второй фронт, как говорится, в Абхазии. Да? Вот Грузия бы напала на Абхазию, если бы это было не так. Сейчас, когда проходит военная спецоперация на Украине, многие пытаются думать, что Россия слишком занята Украиной, и можно как бы пощупать с дальних краев, там, откусить какой-то кусок. Но, судя по всему, пока что на это не похоже. И у меня складывается впечатление, что и Турция, и Азербайджан, и Армения, и Иран,
и Грузия начинают как-то понимать, что перспективы мира и сотрудничества намного лучше и намного важнее, чем война. Вот я просто надеюсь на это. Я надеюсь, что в этом будущем сотрудничестве у Карабаха, в первую очередь, появятся огромные возможности. У Армении, у нашего братского Карабаха появится перспектива мира и процветания. Давид Айкович, к сожалению, вам пришлось потерять территории. Скажите, вот что вам известно сейчас, какая там ситуация? Как сохраняется армянское культурное наследие? Вот что там происходит вот на этих территориях? Да, спасибо за вопрос. Мы с большой болью наблюдаем за теми кадрами, которые периодически попадают в сеть, которые выкладываются со стороны именно вандалов. И очень больно наблюдать, в частности, в городе Шуши, где полностью был разрушен армянский храм, церковь, Зеленая церковь, мы ее так называли, и был разрушен купол церкви Газанчицос, где до этого в течение боевых действий два раза прилетали, скажем так, вот эти байрактары снаряды. Я вам приведу официальную статистику. Было только вот скажем так, по тем данным, которые вливались в сеть, было зафиксировано, запротоколировано 28 актов вандализма. Это только то, что мы смогли вычерпать из соцсетей и из других средств массовой информации. Естественно, наши правозащитники очень активно занимаются и в этом направлении. Это все запротоколировано, это все отправлено в различные европейские и международные инстанции. Какая реакция у международных инстанций? Вы знаете, очень сложно сейчас вообще говорить о международных организациях, инстанциях, потому что мои коллеги вот очень четко дали оценку. Мир меняется, и все эти, скажем так, конвенции, договоренности и их позиция, это тоже все меняется, потому что вот смысл, если вы каждый раз осуждаете, и никаких, скажем так, никаких действий со стороны Европы нет. То есть, ну хорошо, вы только словами осуждаете, но необходимо, помимо всего этого, и действиях показать, что вот именно за этим, какие-то санкции или что-то такое. К сожалению, ничего этого не наблюдается, но, скажем так, самое большое продвижение в этом направлении — это то, что вот ЮНЕСКО недавно осудило. И, в принципе, они пытаются предпринять какие-то шаги для сохранения религиозных памятников и в целом вот, культурного наследия, которые остались на территориях оккупированных Азербайджаном. Левон Миружанович, а как вы оцениваете вот такое поведение азербайджанской стороны? Вы знаете, прежде чем дать ответ на прозвучавший вопрос, я хотел бы вернуться к той теме, которая была затронута в рамках сегодняшнего нашего диалога. Хотел сказать об тех инициативах, которые несколько лет тому назад прозвучали, в том числе и со стороны нашего стратегического партнера и союзника Российской Федерации. Вы знаете, что после кровавых событий осени 2020 года появилась такая идея в формате 3+3, 3 южнокавказские республики, Азербайджан, Армения, Грузия, и плюс 3 государства, региональные державы, это Иран, Россия и Турция, предполагал создать некую платформу, некую площадку по развитию, в том числе, коммуникаций транспортных. Вы знаете, что парламент Республики Абхазия 6-го созыва откликнулся на эту инициативу, и ровно год тому назад было соответствующее послание в адрес депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Соответствующая делегация высшего законодательного органа нашей страны выезжала в Москву, проводила консультации со своими коллегами из Государственной Думы. К сожалению, пока особого прогресса в продвижении этого вопроса нет, но с учетом новых геополитических реалий, которые произошли, в том числе на Южном Кавказе после августа 2008 года, позиция официального Сухума не может быть проигнорирована. В любом случае, нашу точку зрения, наши
наши взгляды на развитие, в том числе транспортных коммуникаций в регионе, должны учесть. И мы предлагали в том числе задействовать как бы возможности и экспортный, импортный потенциал нашей страны в том, чтобы вот этот формат 3+3 немного расширить, и Республика Абхазия как участник и член международного сообщества тоже должен был принять в этом активное участие, как нам кажется. Теперь, что касается культурного наследия. Вы знаете, я с гордостью могу сказать, что и как депутат парламента Республики Абхазия, и как гражданин нашей страны, как представитель армянской общины нашего государства посещал Республику Арцах в разные периоды, в разные годы. И, конечно же, то, что сейчас происходит в Республике Арцах, как Максим Харитонович сказал, в братской для нашей страны республики, конечно же, нас сильно очень беспокоит, потому что у меня была возможность соприкасаться с этим, на самом деле, уникальным историческим, культурным, в том числе и церковным наследием Республики Арцах. И, конечно, то, что сейчас происходит на, не побоюсь этого слова, на оккупированных территориях Республики Арцах, конечно, нас сильно беспокоит. Но мы очень рассчитываем, что Азербайджан тоже, как страна, член международного сообщества, как член Организации Объединенных Наций, как страна, которая подписала соответствующие конвенции, конечно же, сделает все от нее зависящее с тем, чтобы вот это тысячелетнее богатое наследие, которое имеется в Арцахе, оно было сохранено. Давид Айкович, скажите, пожалуйста, мы знаем, что очень много погибших было во время войны, и военнопленных, и пропавших без вести. Какая ситуация сейчас с возвращением военнопленных на родину? Да, самый больной вопрос для нас, для всех. Как вы знаете, этот вопрос обсуждается на самых высоких уровнях. И практически любая площадка, любая возможность, где встречаются мировые лидеры, где обсуждается вопрос Арцаха, этот вопрос затрагивается. И практически все осудили то, что до сих пор находится на территории Азербайджана военнопленные, и до сих пор мы, к сожалению, не можем установить точное количество наших ребят, которые там. Азербайджан дает официальную версию 38 заключенных, они именно уже так заключенных, потому что их осудили, но по неофициальным данным, помимо 38, еще свыше 80 человек находится. То есть это, когда, скажем так, вот опять-таки вот в сети появлялись какие-то фотографии, какие-то видеоролики, нам удалось зафиксировать людей свыше еще 80 человек, судьба которых неизвестно, но мы знаем, что они находятся, что они живы, что они находились, то есть в плену. Это очень сложный вопрос, и я еще раз хочу подчеркнуть, на уровне практически всех мировых лидеров, кто заинтересован или кто имеет определенное, скажем так, участие в решении, в регулировании конфликта. То есть не раз было озвучено, чтобы выпустили военнопленных. Но, к сожалению, пока никаких прогрессов в этом направлении нету. Максим Харитонович, у нас же тоже были и военнопленные, и пропавшие без вести. Абхазия тоже решала этот вопрос очень долгие годы. Да, мы долго занимались, и в основном мы решали его благодаря, конечно, участию таких международных организаций, которые обладают таким мандатом. Это Красный Крест, Международный комитет Красного Креста. И вы знаете, все эти проекты по поискам останков и передаче их, эксгумация, да, и передачи родственникам, и обмен военнопленными. После войны это продолжалось, и потом уже, даже до сих пор, вот недавно были случаи, когда происходила эксгумация, и родственники получали останки своих погибших родственников. И я думаю, в этом случае только такая организация, как Красный Крест, может способствовать вот этому процессу, обмену. И здесь, конечно, нужно очень активное сотрудничество властей Карабаха с Красным Крестом и настаивать на том, чтобы представители Красного Креста получали доступ к местам содержания заключенных
И если у карабахской стороны есть подозрение, что в какой-то из тюрем в Азербайджане находятся и граждане, они должны наставить на том, чтобы представители Красного Креста посетили это место и именно там провели проверку на наличие своих плененных граждан. Это такой процесс. Понятно. Давид Айкович, а международные организации какие-то хотят к вам прийти работать в вашей республике? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел очень коротко. Не то, что мы не знаем, где они находятся. Азербайджан тоже не скрывает. Но вопрос в том, что даже такие мировые лидеры, или я не хочу сейчас фамилии озвучивать, то есть, или такие структуры, как Совет Европы или Европарламент, то есть на этом уровне именно осуждалось и призывали, чтобы отпустили этих людей. То есть Азербайджан всячески игнорирует. Не то, что мы не знаем, где они находятся, мы знаем четко. Но даже такие организации, как Красный Крест или подобного Красному Кресту, которые имеют мандат, не допускаются. Эта информация находится в строжайшем секрете. Касаемо международных организаций, к сожалению, как до событий 2020 года, так и после этого, то есть у нас в этом плане очень сложно было. Я помню, очень много международных организаций хотели принять участие в регулировании грузино-абхазского конфликта. То есть в этом вопросе у вас, по-моему, проблем не было. Но даже вот здесь, начиная с Первой Карабахской войны, Азербайджан всячески закрывал доступ международным организациям для присутствия в Карабахе. А вы как думаете, почему такое происходит? Почему они блокируют эту работу? Это очевидно. Очень часто это происходило у нас. Вы знаете, все, что вы рассказываете, Давид Айкович, все я вот вижу отражение того, через что прошли и мы. И очень часто одна сторона не заинтересована в том, чтобы на территории другой стороны конфликта присутствовала объективная оценка того, что на самом деле происходит, чтобы влиять на ситуацию, чтобы ее изменять, чтобы использовать пропаганду, чтобы делать все, что угодно для того, чтобы ограничить противника в предоставлении информации или в получении каких-то ресурсов и международной помощи. Ну, естественно, конечно, в условиях нынешней этой ситуации мировой, я не думаю, что из Европы будут раздаваться какие-то громкие осуждения в адрес Азербайджана. Естественно, они будут это умалчивать. Когда вопрос касается России, например, то все в первых рядах проявляют солидарность. А вот когда вопрос касается друзей Запада, то нет. Или каких-нибудь там энергетических центров. Азербайджанская сторона после известного соглашения, которое было подписано между президентами и лидерами трех республик, трех государств, Азербайджана, Армении и Российской Федерации в ноябре 2020 года, явно игнорирует один из основополагающих пунктов данного документа – обмен военнопленными и насильно удерживаемыми лицами. И, к сожалению, как было об этом справедливо сказано, никто из лидеров мировых стран не осудил официально Баку за то, что они затягивают с решением данного вопроса. Уверен, что это определенный элемент спекуляции, определенный элемент шантажа. И, как сказал наш коллега Давид Айкович, это серьезный инструмент в давлении и в том числе и на власти Армении. И мне так кажется, что это карта активно разыгрывается во внутриполитической обстановке, во внутриполитической борьбе в Республике Армения. Но, тем не менее, мы знаем, что и представители официальных властей Армении, и наши коллеги из Карабаха эти вопросы ставят перед международными организациями, делегации которых посещают и Степанакерт, и Ереван, и в том числе и Баку. Но, к сожалению, пока еще, что называется, мы не продвинулись ни на йоту вперед, есть удерживаемые лица, и вы спросили о том, почему азербайджанская сторона не готова, в том числе, пускать в места, где содержатся такие лица, представителей международных миссий. Мне кажется, ответ очевидный, потому что и в сети, и в других публичных информационных ресурсах появляются кадры о том, как бесчеловечно относятся к военнопленным, и в том числе не только к представителям вооруженных сил Арцаха, но и к мирным жителям Нагорного Карабаха.
Именно поэтому, мне кажется, те злодеяния, которые были совершены в период военной операции, не позволяют сегодня Республике Азербайджан допустить представителей международных миссий к тому, чтобы они просто-напросто по факту увидели и посмотрели этим людям в глаза. Мне кажется, что именно делается поэтому. Но мы рассчитываем на то, что и Российская Федерация, как гарант подписания данного соглашения 9 ноября 2020 года, приложит максимум усилий к тому, чтобы, наконец, Азербайджан ту подпись, которую поставила лидер этой страны, эта подпись что-то значила, и вопрос был решен. Но я хочу сказать о том, что об этом было сказано, о тех трагических событиях. Вы знаете, всякий раз мы возвращаемся к этой теме. Я думаю, что мы правильно делаем, что мы возвращаемся, не забываем о том, что происходило. В Республике Абхазия с особой болью и вниманием наблюдали за тем, что там происходит. И я должен сказать, что и представители официальных властей, и представители организаций общественных все в один голос высказывались в поддержку Республики Арцах. Я не знаю, наша поддержка как-то передавалась воюющему народу Нагорного Карабаха, но в нашей стране достаточно болезненно реагировали на все то, что там происходит. И я должен сказать, что наши крупные ветеранские организации, партия Амцахара и движение Аруа выступили в поддержку. Министерство иностранных дел сделало специальное заявление 27 сентября 2020 года. Парламент республики 2 октября 2020 года. Президент республики Аслан Георгиевич Бжаня. Вы знаете, когда мы говорим о поддержке, не только армянская община Республики Абхазия занималась сбором гуманитарной помощи в адрес воюющего Арцаха. Рядовые граждане нашей страны, я должен сказать о молодом человеке, если не ошибаюсь, Инабгас Саид, по-моему, который на площади Свободы в Сухуме организовал такую акцию по сбору гуманитарной помощи. И вот несколько машин с продовольствием, с медикаментами и с теплыми вещами были направлены воюющему Арцаху. А что касается в целом, то, если не ошибаюсь, более 12 миллионов рублей. Это не, сейчас я не пытаюсь сказать о том, что это была наша боль, это было наше уважение и наша небольшая лепта в общее дело. Это то, что мы с удовольствием могли на тот момент сделать. Какие межпарламентские связи между Абхазией и Нагорным Карабахом, уже вот конкретно, что интересного в контактах происходит? Я хочу сказать, что 2022 год очень знаменательный в отношениях Степанакерта и Сухума, потому что исполняется 5 лет с момента подписания известного меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Республики Арцах. Это произошло в рамках официального визита главы внешней дипломатии нашей страны Даура Вадимовича Кови в августе 2017 года. И, собственно говоря, мы можем сказать, что точка отсчета таких арцахско-абхазских межгосударственных взаимоотношений была положена именно в этот период, когда министры иностранных дел подписали соответствующий документ. И в этом году исполняется 5 лет. В августе мы обязательно к этой теме вернемся, но сейчас, как бы, заранее говорят, не поздравляют, но тем не менее, обменяемся этими поздравлениями тоже. Мне кажется, очень, очень важная веха в наших взаимоотношениях. Да, действительно, наши телезрители могут поинтересоваться, спросить о том, что если взаимное признание между Республикой Арцах и Республикой Абхазия нет официально установленных дипломатических отношений, но это не мешает развивать наши братские, тесные взаимоотношения. Об этом говорил и Давид Айкович, и Максим Харитонович. У нас очень схожие судьбы. И Республика Арцах, и Республика Абхазия, наши героические народы прошли через серьезные тяготы, через очень серьезные испытания на пути к становлению и развитию своих собственных государств. Вот эта война была совершенно другая. Здесь сыграла большую роль техника высокоточная, дистанционно управляемые байрактары. Какие уроки нам, абхазам, нужно извлечь из той войны карабахской? Из любой войны наш самый главный урок – это избегать ее любым способом. Если же невозможно ее избежать, я всегда считаю, что для мира есть шанс. Но если невозможно ее избежать, то, естественно, нужно готовиться. Я уверен, что наше Министерство обороны, наши силовые структуры уже извлекают опыт из войн нового образца, да, современных войн. И, естественно, готовят наш личный состав наших вооруженных сил в соответствии с вызовами нового времени.
А я как дипломат, конечно, призываю к тому, чтобы использовать все усилия для того, чтобы избегать войны. Делать все для этого возможно. События, которые происходили 2 года тому назад в Республике Арцах, конечно, не могут не беспокоить, в том числе Республику Абхазия. Понятное дело, Республика Абхазия и Российская Федерация фактически заключили военно-политический союз. И сейчас все вопросы, которые касаются напрямую безопасности и гарантий безопасности, обеспечиваются совместно Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Мне кажется, что очень важно наполнить те соглашения, которые были подписаны ранее между двумя странами, реальным конкретным содержанием. Уверен, что поле для такого сотрудничества есть. Российская Федерация очень много в этом плане делает. Я уверен, что нужно, конечно, приложить еще некоторые усилия к тому, чтобы и вооруженные силы нашей страны были модернизированы, и все те планы, которые есть по созданию объединенной группировки войск, наконец-то были реализованы на практике. Давид Айкович, хотите Да. что-то добавить? Я хотел бы еще раз подчеркнуть ту важность и те братские отношения с Республикой Абхазия и поблагодарить моих коллег за то внимание, которое они уделяли и на протяжении 44 дней, и в целом, потому что по окончанию боевых действий не раз мы с Левоном Миржановичем связывались и пытались, скажем так, продвигать наши отношения на другой уровень. И, пользуясь ситуацией, я сейчас еще раз хочу пригласить делегацию из парламента Абхазии в Республику Арцах. Мы вам всегда будем рады. И также, скажем так, для нас это очень важно присутствовать на государственных мероприятиях Республики Абхазия. То есть поддерживать наши отношения и доводить до другого уровня. Касаемо безопасности, просто я бы хотел, чтобы наш урок стал последним. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, мир настолько быстро и интенсивно меняется, что нет никаких гарантий завтра, что случится. Давид Айкович, спасибо, что приняли участие в нашей беседе. Удачи вам, мира и благополучия. Я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы пришли, побеседовали с нами. Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо большое.